Растет число модных компаний, находящихся под следствием на предмет их возможной связи с принудительным трудом уйгуров. Новый доклад британского университета Шеффилда Халлама и совместных уйгурских правозащитных групп связал 39 модных брендов с принудительным трудом в Восточном Туркестане. В этом докладе подразумевается, что уйгуры, мусульманское меньшинство, работают под давлением китайского правительства. Восточный Туркестан – регион, где расположено множество текстильных фабрик и производится много хлопка. Неясно, сколько именно людей было подвергнуто принудительному труду. Оценки колеблются от полумиллиона до нескольких миллионов. В этих лагерях и тюрьмах содержатся не только уйгуры, но и киргизы, казахи и северокорейцы. Исследователи нового доклада Великобритании говорят, что трудно проводить независимые аудиты поставщиков в Синьцзяне, потому что китайское правительство очень жестко контролирует регион. Мытарство уйгурского турка Идриса Хасана, о котором оккупационный Китай выпустил красное уведомление в аэропорту Касабланки, Марокко, куда он прибыл в 2021 году, продолжается уже около 3 лет. Жена и 3 маленьких детей Идриса Хасана, живущие в Стамбуле, в отчаянии и ожидают, что их мужа и отца освободят как можно скорее. Жена Идриса Хасана, Зайнурия Идрис, проживающая в Стамбуле, сделала заявление итальянскому новостному сайту Bitterwinter о состоянии своего мужа. Зайнур Идрис заявила, что уже 3 года живет в надежде, что ее муж выйдет на свободу. Идрис Хасан, который содержится в одиночной камере в марокканской тюрьме, делит камеру с канализационными крысами. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, лидер КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Вьетнама Фан Минчинем в столице Вьетнама Ханое. Согласно совместному заявлению, опубликованному во время официального визита Си Цзиньпина во Вьетнам, стороны договорились развивать контакты на высоком уровне между военными двух стран, а также максимально взаимодействовать по вопросам пограничной обороны, проводить консультации по вопросам обороны и безопасности, а также запустить специальную горячую линию Министерства обороны. Обе стороны будут сотрудничать в сферах оборонной промышленности, совместных учений и тренировок, военной медицины и здравоохранения, миротворчества, Организации Объединенных Наций и безопасности. Данные, опубликованные в Китае сегодня утром, показали, что промышленное производство превзошло ожидания, но розничные продажи были разочаровывающими, хотя данные не смогли развеять опасения по поводу роста. Промышленное производство в ноябре выросло на 6,6% в годовом исчислении, превысив средний рост на 5,7% в опросе Bloomberg. Розничные продажи, которые по прогнозам опроса должны были увеличиться на 12,5%, в годовом исчислении увеличились на 10,1%. Продажи жилья в стране снизились на 0,37% в месячном исчислении. Министерство обороны Японии сообщило, что китайские и российские бомбардировщики совершили совместный полет вблизи Японии. Согласно заявлению министерства, 2 китайских самолета типа Н-6 и 2 российских типа Ту-95 совершили совместный полет над Японским морем. В заявлении отмечается, что самолеты направлялись в сторону Восточно-Китайского моря и вылетели на перехват воздушных сил самообороны Японии. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что планирует посетить Китай во 2-й раз в следующем году, чтобы обсудить сложные вопросы, вызывающие озабоченность. Говоря об основных приоритетах экономических отношений между двумя странами в 2024 году, Йеллен заявила, что Соединенные Штаты будут стремиться и впредь ответственно управлять двусторонними экономическими отношениями между США и Китаем.